молодежи. Коммунисты Коми традиционным митингом, громогласными заявлениями и горячим чаем отметили 98-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. На театральной площади Сыктывкара собрались около 50 человек с красными флагами и знаменами. Елена Кононова наблюдала за происходящим. Под звуки революционной варшавянки к театральной площади столицы подтягиваются сыктывкарцы. Они собрались, чтобы вспомнить, как 98 лет назад с выстрелом легендарной «Авроры» в стране началась новая эпоха. Они, люди старшего поколения, вспоминают с гордостью. Мы не только вспоминаем, мы гордимся этим, потому что это перевернуло мир. Ведь когда февральскую революцию провели либералы, буржуа, значит, когда царь отрекся, что не должно быть, страна начала разваливаться, и в течение полугода ничего временное правительство не могли. И власть революции, власть коммунисты, большевики взяли, она валялась, взяли и объединили, и создали снова державу, которая выдержала сильнейший натиск врага Гитлера и всей этой коалиции буржуазной. Она выдержала холодную войну. Митинг начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Египте. Ну а далее мероприятие пошло по традиционному сценарию. Представители Компартии, как и предыдущие годы, сетовали на происходящее в стране и ругали власть. Новый лидер коммунистов Олег Михайлов, к слову, депутат Госсовета. И мы, соответственно, совместно с депутатами Государственной Думы от КПРФ различные инициативы готовим и их, соответственно, будем вносить и в будущем. Ну, скажем, одна из таких вот ключевых инициатив, которая будет внесена, уже внесена, но будет рассматриваться Государственной Думой в декабре, вот, это опять-таки очередной раз мы внесли закон о детях войны. Он будет рассматриваться. Мы считаем, что это правильная вещь, мы считаем, что это одна из мер социальной поддержки наиболее незащищенных слоев населения. Коммунисты уже в который раз потребовали сменить либеральный курс на народно-патриотический и не забывать о завоеваниях большевистской партии. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.